Увидев это животное, можно немного испугаться, но в Кавказских горах давно не видели зубров, а ведь исторически они здесь обитали в период Великой Отечественной войны. Часть их была вывезена в Белоруссию, часть пошла на мясо. Они включены в Красную книгу Ингушетии как исчезающий вид животных. Зубр – это очень интересный вид животных. Он у нас на Кавказе, свой кавказский зубр был всегда. Небольшое поголовье зубров сохранилось в Белоруссии, всемирно известном заповеднике. Но немцы, как говорят, все, что там живое осталось, их забрали в Германию. После войны наши забрали всех этих оставшихся там 1,5-2 десятка зубров домой. Но перед учеными сразу стал вопрос, а восстановит ли он численность вот при таком малом количестве? И было сделано решение, чтобы часть зубров пытаться восстановить, чистокровные зубры, чтобы были. Зубр – это крупное млекопитающее с длиной тела до 300 сантиметров. Телосложение массивное, голова большая, конечности короткие. Высотой они могут достигать до 200 метров и массой до 1000 килограммов и больше. Рога у зубра короткие и толстые у основания. Окраска тела зимой темно-бурая, летом более светлая. Ранее зубр был двух видов – беловежский и кавказский. Обитали эти животные в зонах лесов, лесостепи европейской части России, в Белоруссии и на Кавказе. К 1927 году кавказский вид зубра был истреблен. Затем селекционеры начали скрещивать американских бизонов с кавказскими. Но это, по словам Тугана Юнусовича, вызвало опасения, что чистокровных зубров в нашем регионе может просто не остаться. Зубр, он же исторический даже, это же символ вообще, конечно, для очень интересные, нужные, важные, не то, что там охотничьи животные, но он же очень дорогой, так сказать, просто как мясо, как шкуру, как все. Но дело в том, что сейчас у нас, у ученых, опять есть опасения в том, что завезли мы в Кавказский заповедник настоящего зубра, а Кабарда завезла к себе зубра бизонов. И мы теперь сюда завезли же в Осетию, и дальше мы же тоже с чистокровным зубром имеем дело. А горы это такое, что перемещение там наверху, вот если это сольются, эти, так сказать, стада, то очень опасно, что они испортят нам своего вида кавказского. И поэтому было решение как-то срочно вывести с территории Кабардино-Балкарии этого зубра бизона, его, так сказать, полностью, чтобы здесь у нас был только на Кавказе свой чистокровный вид. Первым СССР селекцией зубров занялся в 1921 году зоолог Борис Фортунатов. Летом 1940 года их завезли в Кавказский заповедник. Они хорошо акклиматизировались, и их потомство заняло экологическую нишу кавказского зубра. Кавказский зубр или тамбай отличался от равнинного несколько меньшими размерами, а также более темной и курчавой шерстью и характерным изгибом рогов. К середине 1980-х годов число зубров на Западном Кавказе приблизилось к 1300, что составило 80% их поголовья в Советском Союзе. За 35 лет они освоили угодья на высотах от 470 метров до 2900 метров. Большинство из них проводит лето у верхней границы леса, иногда поднимаясь до линии вечных снегов, а на зиму основная масса животных откачевывает малоснежные предгорья. Чтобы этот вид сохранить, любой другой вид сохранить, конечно, надо сначала сохранить природу. То есть нечего возиться с зубром, если вы уничтожаете лес. Вы же, если лес уничтожили, куда зубр должен деться? Это его место обитания, это его пища. У нас же такой редчайший лес, который, извините, формировался наш бук, и вот другие формы, они аж в третичном периоде, они тысячелетний возраст имеют. Вот они дожили до нас, вот до сегодняшнего дня, и мы сегодня, вырубаем их и говорим, а мы новый посадили. Этот новый, что они сегодня посадили, он не дойдет ни до нашего поколения.
Около трети зубров живет оседло, остальные совершают регулярные сезонные кочевки. Причем в малоснежные зимы они уходят вниз за 30-40 километров от своих летних пастбищ. Случающиеся раз в 4-8 лет тяжелые зимовки вызывают массовую гибель травоядных, в том числе и зубров. По данным 1985 года в Ингушетии, междуречье Фортанги и Асы, обитало до 25 особей зубров. Они бегают прекрасно, хорошо. Ну, они там жили какое-то определенное время. Они перешли эту Асу, то есть они оказались теперь-то на той территории. И вот мы то ссылаемся, что они в Осетию ушли, часть из них. Сейчас ученые бьют тревогу и стремятся сделать что-то, чтобы повысить популяцию этих животных. Конечно, хотелось бы, чтобы сохранился чистокровный кавказский вид зубра, но зоологи и селекционеры готовы работать и над скрещиванием разных пород, чтобы млекопитающие не исчезли вовсе.